Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас отсыпочка на такую тему, что звезды пророчат о вашем будущем. Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух обратитесь к своей путеводной звезде. Попросите пророчества для себя о своем будущем. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Ой, ничего себе. Кто так спешит? Кто спешит узнать пророчество о своем будущем? Так, ну давайте начнем с корня рисунка. Смотрите, в корне рисунка показывают вас, и вы вот прям лежите на спине, глаза закрыли. И как будто бы готовитесь, что вас кто-то как раздавит, да, на вас наступят, вас раздавят. Да, нет сил бороться, нет желания, вы уже ни во что не верите, ничего не хотите. Человек полностью разочаровался в жизни. Да? Зачем мне что-то делать? Все равно все будет плохо. Ужасный такой пессимизм, такое щемящее чувство безвыходности. Да? И вы как принимаете эту ситуацию, как смирились с ней, говорите, ну все, я готова, да? Я готова, давите меня, наступайте на меня, мне уже все равно. Вот в этот момент здесь мне показывают большую кошку. Но эта кошка непростая, она с правой стороны. Здесь все-таки мы говорим больше о силе, о женской силе, о женской мудрости. Вас кто-то прям за ногу в последний момент из-под этой ноги вытаскивает, спасает. Какая-то женщина либо вам колоссальную поддержку, помощь окажет, либо действительно какое-то действие совершит, ну вот как спасение, да, такого характера. Помощь придет оттуда, откуда не ждали. Женщина может быть как знакомой, так и вовсе незнакомой. И так может отыграться. Вот в последний момент вот прям за ногу и вытащит вас. Вытащит, да еще и вот так потрясет и скажет, что ж ты делаешь, да, что ж ты делаешь, надо жить, надо бороться, надо сражаться. Слушайте, она вам так мозги вправит. Ну, в хорошем смысле этого слова. Так вас, значит, и отругает, и замотивирует, и еще, ну, опять же, да, чем-то поможет. Вы будете очень благодарны. Эта женщина, вы ее прям так и назовете, мой ангел земной, да, человек, который, ну вот, неравнодушный, человек, который сам, видимо, тяжелую жизнь прожил, да, человек с опытом, со знанием, с мудростью, и опять же не пройдет мимо, поможет вам. Мужчина и женщина одинаково идет, одинаково, но спасать вас будет женщина, именно женщина, знакомая либо незнакомая. Вот, и спасет, и научит, что делать, как поступать, вселит в вас веру, надежду, ну и в нужном направлении вас подтолкнет. Так что не думайте, худшего не будет, и не надо к худшему готовиться, надо готовиться к лучшему. Жизнь, она не заканчивается, она продолжается. В каком бы состоянии, в какой бы ситуации вы ни находились, поверьте, жизнь, она продолжается. Вот эта нога, либо эта ситуация, она вас не раздавит. Все, успокойтесь. Так, а с левой стороны, смотрите, здесь собачка, небольшая собачка, и она прям лает, на кого-то лает, как будто бы вас защищает. Защита. Обычно такими маленькими собачками проходят дети, либо младшие родственники. Может быть, человек, который гораздо младше, чем вы по возрасту. То есть, опять же, защита, отпугнуть, может быть, каких-то недобрых людей от вас, о чем-то предупредить, просто быть рядом.
Очень хороший момент с левой стороны, но вы не ждете, вы не надеетесь и как-то слабо верится, да, что такое может быть с вами в вашей жизни. Так, еще мне показывают женщину, такую, знаете, фигуристую, назовем ее так. Ну вот она стоит, смотрите. У нее такая массивная грудь, у нее такая же и попа не маленькая. Такая, знаете, Венера, да. И здесь мужчина, видите, он хочет к вам, а она его, значит, вот за портки вот так держит, да, за штаны, и не пускает, говорит, не, дружочек, со мной пойдешь. А он от нее, смотрите, чуть ли не на четвереньках пытается вырваться и к вам прибежать, видите? Вот она его держит, а вот он собирается вырваться и убежать. Кто в треугольнике, либо у кого есть соперница, и соперница такая серьезная дама, и в теле, и в деле, и вообще никого ничего не боится, не стесняется. Мужчину вашего насильно удерживает, либо при помощи магии, шантажа, да, чего угодно. Да? Но насилие происходит здесь над мужчиной. В чистом виде насилие над мужчиной. Вот смотрите, он таки вырвется. Он таки вырвется. Сразу хочу сказать, что с потерями. Потери могут быть финансового характера, имущественного характера. Но он вырвется. Он за свою свободу таки чем-то заплатит. Но он жалеть об этом ни в коем случае не будет. Да, и вам, в принципе, да, на вас, вернее, это никак не скажется. Он к вам прибежит. Все он понял, все он понимает, он не дурак. Он понимает, что только с вами он может быть счастливым, да, счастливую жизнь прожить. А с этой женщиной это все, беда, горюшка. Найдет таки способ, девочки, вырваться и к вам прибежит. Все, он будет с вами. Это его решение. И это его действие в вашу сторону. Какая-то потеря будет, но она несущественная. Вернее, ее можно пережить, да, не настолько это критично. Что-то она у него таки оттяпает. Ну, что сделаешь, да? Так иногда бывает. Тут и высшие силы хотят, чтобы он был с вами, и он этого хочет, да и вы этого хотите. Так оно и будет. Так, еще с левой стороны вышел какой-то кактус. Что-то колючее, такое, знаете, странное колючее. Может быть, это какой-то человек, который так к вам относится, как будто бы он кактус. Может быть, он, в принципе, ко всем относится, либо она ко всем так относится. Смотрите, я вижу, что вы какой-то ключик подберете к этому человеку. Подберете ключик, либо подход найдете. Вот со всеми этот человек колючий кактус, а с вами будет, ну, лапочка-заячка, понимаете? Хорошие у вас отношения будут, хорошие. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, да, свои взаимоотношения. Но вот вижу, что найдете. Вы найдете, и все у вас будет, между вами все будет замечательно. Либо дружба, либо служба, да, либо родственные связи. Вы колючки-то пообрываете с этого кактуса, все будет хорошо. Вообще умный человек, очень, кстати, деликатный и дипломатичный. Только не всегда этим пользуетесь. Почему-то стесняетесь. Немножко как закрываетесь, да. А надо быть, наоборот, по открытии. Но вы найдете, вы найдете. Так не будет. С правой стороны у вас полумесяц. Полумесяц к вам развернут. Но здесь интуиция, здесь сильнейшие качества, да, экстрасенсорного характера, отличающие вас от других людей. Вы либо ими обладаете изначально при рождении, да, вами они были получены, либо вы имеете предрасположенность, может быть, вы занимаетесь эзотерикой, может быть, вы ищете себя в эзотерике. Поверьте, здесь хорошие результаты пойдут. Очень такие ободряющие, хорошие результаты. Ну, кто-то дар свой пробудет, да, начнет вовсю им пользоваться. А кто-то из вас благодаря науке, да, вот изучению всяких трактатов, всяких работ, да, эзотерического характера, хороших результатов, таких серьезных, стабильных результатов добьетесь. Этот полумесяц, он развернут к вам. То есть он для вас, понимаете, для вас. Он ваш и он для вас. То есть кто занимается, кто в себе чувствует, здесь прекрасные предпосылки на то, чтобы вы это все освоили. И этим пользовались, по жизни пользовались, для себя, для других. У вас все получится, тут без всяких сомнений, все получится. Главное, чтобы вы не заморачивались о том, кто что подумает, кто что скажет. Все, делайте свое дело.
Так, еще я вижу дорогу. У кого-то эта дорога как путешествие, а у кого-то как переезд. Да, дорога вам будет открыта. Не сейчас, не в ближайшее время, но в течение нескольких месяцев дорога прям сама перед вами не только откроется, но и позовет вас. Да, какая-то необходимость возникнет. Либо вот как было желание, да, все удачненько сложилось, и я могу поехать. Хороший на самом деле момент. Так, еще у вас крокодил вышел прям по бортику. Крокодил с закрытой пастью. Давно я крокодила в общих отсыпках не видела. Но это человек, который возьмет вас под опеку, под свое крылышко возьмет. Либо человек, который вас рассмотрит, да, желание проснется, что-то для вас сделать, чем-то помогать. Обычно, кстати, по крокодилам проходят спонсоры. Спонсоры и покровители, да, которые будут спонсировать, покровительствовать, всячески защищать, оберегать. Ну и, в общем, вы поняли, да, как папа и мама. Только один человек, крокодил. Девчонки, возможно, вы уже с этим человеком знакомы, да и мужчины тоже. Почему? Мужчины тоже могут покровителя иметь. Либо еще предстоит познакомиться. Но он уже на пути к вам, либо уже в вашу сторону этот человек смотрит. Да? Возможно, вы еще не знакомы, но вот визуально друг друга знаете. Так, еще. Здесь женщина-невеста. Вот как ни крути, невеста. Причем невеста прекрасная, красивая, в подвенечном платье. Ох, сидит в чаше любви, наслаждается, купается в этой чаше любви. Девушки, женщины мои, вы хорошие. Здесь личное счастье у вас прорисовалось. Личное счастье. Любить и быть любимой. Но опять же, невеста в подвенечном платье. Замуж пойдете. Причем по всем традициям, по всем правилам. Красивая, в наряде. И главное вот это ощущение, что я люблю и я любима. Если меня смотрят мужчины, то вам очень, мои хорошие мужчины, повезет. Женщина шикарная вам достанется, самая лучшая, по-настоящему умеющая и любить, и в этой любви давать. Понимаете, многие умеют любить, но давать они любовь свою не умеют. Наоборот, одна мука от такой любви, а у вас все наоборот идет. Женщина, ну просто подарок судьбы, подарок судьбы. И в чаше она сидит, купается. Ну по чаше она сохранит и приумножит ваше здоровье, да. Благодаря ей ваша жизнь там продлится просто до бесконечных дней. Опять же, невеста состоятельная, да, состоявшаяся, состоятельная. То есть не нужно будет там на 3 работах пахать, чтобы ее содержать. То есть у женщины, возможно, свои капиталы, да, свои возможности финансовые, которые она вот прям поделит, да, поделит между собой и вами. Да. Она ничего не будет там к себе притягивать и говорит, это мое, да, это мое, я женщина, это мое. Такого не будет. Подарок судьбы, что тут скажешь? Подарок судьбы. Так, еще человек на букву А вам выходит. Какой-то резкий зигзаг у вас с этим человеком. Смена отношений, взаимоотношений, смена взглядов и ощущений от этого человека. Вы все разные. У кого-то отыграется, что человек вас крайне разочарует. Вы скажете, фу-фу-фу, какая гадость. Да, и не подходи ко мне. Не подходи, а то буду плеваться. А у кого-то наоборот отыграется, что человек на букву А был вами нелюбим, вы его не воспринимали, либо ее не воспринимали, считали, что человек конченый, причем во всех смыслах этого слова. А окажется, что человек еще даже очень неплох. Да, и в каких-то критических ситуациях человек может и ответственность взять, и да, на какие-то самопожертвования пойти, да, на жертвенные какие-то моменты. Прям очень радикально поменяется. Либо в худшую сторону, либо в лучшую сторону. Все зависит от того, в какой точке вы находитесь сейчас. У вас это проходит как знаковое событие, очень резкое, одномоментное. Да? В один момент вот кардинально меняется отношение, взгляд на человека. Либо в худшую, либо в лучшую сторону. Так, еще тут ангел у вас проявляется. Ангел, проявление ангела идет. Какое-то чудесное событие вас ждет. Чудесное событие, там, где ваш ангел вмешается. И вот будет чудо вам. Чудо. Знаете, чудо как предупреждение, как спасение, как
знаете, подтолкнуть вас в нужном направлении, создать вам определенные условия. Ну, понятно, что вы разные, у каждого по-своему идет. В левой стороне ангел вышел, он вас на руках держит. То есть вы в ангелов, например, верите, но в то, что они могут вмешаться и сотворить чудо, ну, вы такого не видели, да, поэтому вам сложно это принять. А у вас именно так и идет, что ангел вас на руках держит. Ну, чудеса есть, и чудеса с вами точно случатся. Потому что после этого события вы прям всем наперебой будете рассказывать, что чудеса есть, ангелы есть. И вот, пожалуйста, смотрите, я испытала на себе чудо. Так идет. И еще смотрите, слева стоит человек за закрытой дверью. Не решается войти, не решается, как побаивается, либо боится, какое впечатление на вас произведет. Может, какая-то небольшая заминка, да, перед дверью у человека случится. Но этому человеку вы будете очень рады. Для него ваша дверь, она светлая идет. Может быть, как-то некрасиво расстались, а потом вы такая думаете, да ну, что это я погорячилась, да? Зачем это я? Может быть, вы в принципе не верите, что этот человек может вернуться к вам в вашу жизнь. Ну вот идет такая ситуация, идет. Возле двери стоит, подумает, дверь откроет и на пороге у вас, да, и вы его увидите, либо ее увидите. Здесь большая радость. Вместе с этим человеком большая радость войдет в вашу жизнь. И радость, и счастье. И не только потому, что вы видите этого человека, а в принципе, да, что вернулся, либо вернулась. Так идет. Так, в венце. В венце у вас тут много всего напутано. Тут, смотрите, маленькая, но это не лошадка, скорее какой-то ишачок, да, ослик. Повозочку тянет. Видите, в левую сторону маленький ослик такой повозку тянет. Но это какое-то ваше имущество. Имущество либо в сегодняшнем дне принадлежащее, либо в будущем должно вам принадлежать. Так и так может отыграться. Но смотрите, небольшое, но добротное. Давайте так. Опять же, вы все разные. Здесь как сохранность вашего имущества, либо восстановление прав, получение прав на какое-то имущество идет. Потому что все-таки этот ослик его тянет. В самом венце у меня смерть стоит с косой, но косу свою она влево развернула. Влево, понимаете? Влево. Может быть, вы за кого-то переживаете, либо за себя боитесь. Может, какие-то несчастные случаи происходили с вашим окружением, в вашем окружении, с вашими родственниками. Может быть, какие-то хронические заболевания. Вот мысли о смерти, да, вы вот у себя в голове постоянно прокручиваете и как будто бы, не знаю, ждете, готовитесь, либо допускаете такую мысль, да, что, может быть, жизнь очень скоротечна и как бы не так долго там осталось и прочее, прочее. Для себя, либо для кого-то. Здесь смерть вышла, но она отвернулась, понимаете, она косу свою в другую сторону развернула. То есть вам бояться нечего. Вот конкретно вам, кто зашел на эту отсыпку. Вам нечего бояться и нечего бояться тем, за кого вы боитесь. Да? Этого не будет, 100% не будет. Не придет, понимаете? Она не придет, она другими делами занята. Да? Она не смотрит на вас, в вашу сторону не смотрит, не придет. Вы извините, конечно, что я об этом говорю, но раз выходит, значит, для кого-то это важно. То есть вы должны об этом узнать и услышать. Так, еще в венце с правой стороны у вас сердечко очень такое красивое. И у вас лилия, ну, лилия — королевский цветок. Сердечко. Смотрите, в целом, если подвести, да, как итог, то сердце, наполненное любовью и благородство вокруг вас. Благородство и материальное благополучие. Вот что звезды пророчат вам о вашем будущем. Это то, что вас ждет. И здесь у меня два человека, которые и сердцем любуются, и лилией любуются. То есть они владеют любовью, да, любовь есть в их жизни, и есть вот это благородство, есть это материальное благополучие. Ну, на мой взгляд, отличная отсыпка, может быть, не настолько информативная, как хотелось бы, но очень хорошее послание идет. Мои хорошие, меньше бойтесь, больше действуйте, да, и живите. И, мои хорошие, поменьше вот этой обреченности, вам еще жить, любить и быть счастливым человеком. Все еще впереди. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.